Уже 4 месяца, как участники проекта, каждый день репетируют, учат новые песни, посещают уроки актерского мастерства, но самое главное, получают удовольствие от того, что они делают. Словом, работают над собой. Филармония стала для них вторым домом. Ребята очень дружны, не ссорятся, всегда находят общий язык друг с другом. Но сегодня произошло нечто такое. Нет, ссорой это никак нельзя назвать. В общем, вы сами все увидите. Не переключайтесь. Это был обычный день, я спешила на репетиции. Это был обычный день, мы репетировали. Я еще в коридоре услышала знакомые ноты и подошла чуть ближе и поняла, что я не ошиблась. Кто-то репетировал мою песню. Я пела, ребята сидели. Зашла Хеда. Я немного расстроилась, но, честно, не разозлилась. Просто расстроилась, наверное, это было видно на моем лице. Я зашла, кивнула головой ребятам и постояла у входа, слушая Мадину. Так как я не понимала, в чем дело, то я спокойно пела. И в какой-то момент, увидев Хеду, я даже мимикой поприветствовала ее. Я не конфликтный человек, и для меня это было большим испытанием. Что именно? Подождите. Даже высказать обиду мне это трудно дается. Я закончила петь и ждала, пока подойдет ко мне Хеда. Так и случилось. Но я никак не ожидала, что после этого будет такой разговор. Привет. Привет. Мадин, можно? Конечно. Мадин, просто я не понимаю, просто эту песню я пою на первом концерте. Как ты поешь? Не знаю. Я ее уже перед Томой спела, ей понравилось, как я ее пою. Да. А что, в чем дело? Ничего. Там были мои коллеги, вы, и поэтому я посчитала нужным поговорить с ней наедине. Или хотя бы не устраивая сцен, поговорить тихо. Я была удивлена. И если честно, то это было просто совпадение. В глубине души я, конечно, понимала, что Мадина не сделала ничего специально или намеренно. Что так получилось? Эмоции взяли вверх, и я просто расстроилась. Может, она просто так пела. И я хотела ее предупредить. Это было не весело. Я просто выбежала. Наверное, это даже к лучшему, что я не стала больше ничего говорить. Да, может быть, я вела себя чуток по-детски. Я не побежала за Хедой только потому, что я была растеряна. Я так несколько секунд простояла, глядя на ребят, которые даже не понимали, что происходит. За мной никто не выбежал, и это меня обидело. Я стала звонить маме. И где-то на середине разговора я поняла, почему за мной никто не выбежал. Что случилось? Кому-то плохо стало. Я ужасно перепугалась, такого никогда не было. И насколько я помню, и кому могло стать плохо, из-за чего. Я сразу подумала о Мадине. От этого мне самой сделалось нехорошо. Пустое переутомление, ничего больше. А когда я забежала и увидела, что Мадина сидит и... Мадин, что случилось? Это из-за этого, что ли? Нет, просто переволновалась. Я думала только об одном, когда увидела Хеду. О нет, неужели она подумала, что это из-за нее? Я просто переутомилась. Знаете, как это бывает? Спешишь часто, волнения постоянные, не успеваешь вовремя поесть. Это все сваливается на тебя. И в какой-то момент организм просто сдается.
Я хотела вернуть время и ничего не говорить. Так сильно расстроилась, увидев состояние Мадины. Ведь я-то думала, что это я ее до этого довела. Она была такой милой, и с каждой секундой я убеждалась, что не было ни капли злости в ее словах. Когда все прояснилось, у меня с души как будто не просто камень упал, а целая скала. И я понимала, что песню можно поделить или что-то другое выбрать, там, и так далее. Но все это не так важно, как дружеское отношение. Это самое главное. Мы как семья, правда. Кто из нас не ссорился с братьями, сестрами, но мы все равно не перестаем быть семьей. Я рада, что все это так прояснилось, и даже если будут такие моменты, просто нужно найти общий язык, и все будет хорошо. Мне захотелось услышать, как она ее поет. Просто захотелось. Это был как бы своего рода акт примирения. Если честно, я бы хотела услышать, как ты поешь эту песню. Не надо, Мадим. Я другую. Ну иди, давай. Ну ладно. Я посвятила свое выступление Мадине. Мне кажется, что этот инцидент сблизил не только нас с Мадиной, но и весь наш коллектив. А ребята шутили, говорили, что скажут, кто лучше спел. Ребята обещали дать оценку, но они обещали сказать это на камеру. Наверное, я никогда не ждала нового выпуска так. Это интересно на самом деле. По моему вкусу мне нравится, как Хеда поет. Но и Мадина тоже неплохо поет, но надо честно сказать, но мне нравится, как Хеда поет. Если честно, мне понравилась Мадина, потому что она пела лучше, и эта песня ей идет. Мы, конечно, все очень дружны, пусть на меня никто не обижается, но мне больше понравилось, как Хеда поет. Мне, в принципе, обе понравились, так как они исполняли эту песню великолепно просто. И я не могу как бы выбрать одну из них. Мне, во-первых, понравилась больше Мадина, потому что с самого начала она выбрала эту песню, эта песня у нее получается. Почему? Потому что у нее постановка приблизительно эстрадного или народного плана, у Хеды зарубежного плана, постановка голоса. Хеда поет зарубежные песни, она поет эстрадного народного плана песни. Поэтому у нее получается, и мне понравилось исполнение Мадины этой песни. Как будто ждешь новую серию любимого сериала. Мне, наверное, надо поставить напоминание на телефоне, чтобы не пропустить этот выпуск. Пусть наши зрители не беспокоятся. Все хорошо. И, кстати, я выбрала другую песню, вы ее сегодня услышите.
На самом деле ничего страшного не произошло. У всех бывают такие ситуации, никто от такого не застрахован. Главное — найти в себе силы и признавать свои ошибки. Ну а дальше день прошел без особых происшествий, так как он у них обычно и проходит, на сцене. Ребята пели свои песни, внимательно слушали друг друга. А Абубакар, к примеру, неожиданно для всех исполнил новую песню. Мы поем обязательные песни, которые выбраны на показательные выступления. Вот вначале у нас состоится показательное выступление. Там уже отобранные песни. Вот, мы в первую очередь репетируем эти песни, а потом для развития, для универсальности английский поем там на русском, кто еще там на итальянском, на испанском языке есть у нас ребята, которые любители поют такие песни. Почему ты выбрала песню Джесси Джей? Я выбрала ее песню, потому что у нее классные песни, даже подходит мне по жанру, по стилю. Она хорошо поет, я тоже хочу петь, как она. В целом, сегодняшний день прошел удачно. У меня настроение было на все 100. Девочки очень хорошо пели, особенно Хеда. Вот, у нее очень хороший голос. И Карина, моя любимая певица с нашего проекта. Под названием Ленка Эверс, которую поет Ленка Эверс Эдванс, она мне очень нравится. В принципе, я люблю такие песни. Ленка моя самая, ну, можно сказать так, моя любимая певица.